Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Якутия-24», набившая уже оскомину программа «Один из нас», которую огромное количество лет уже с большим удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Программа позволяет говорить на совершенно разные темы. Но у нас сложилась, скажем так, некая святая троица, те темы, которые универсальные, касаются всех и будут интересны большому количеству наших якутян. Это прежде всего вопросы ЖКХ, вопросы реконструкции и улучшения, скажем так, инфраструктуры города. Это не только дороги, но и с дорогами связано третье направление, которое мы не один раз уже обсуждали, в том числе и с сегодняшним нашим гостем. Это развитие автотранспорта в условиях Якутии. Здравствуйте, Евсей Евсеевич. Я представляю доцента автодорожного факультета, заместителя декана по научной работе Евсея Евсеевича Анисимова. Здравствуйте. Ну, Евсей Евсеевич, остается констатировать, эпоха ДВС уходит в прошлое. Да? То есть сейчас ДВС, двигатель внутреннего сгорания, превращается в некий придаток в современном автопроме, который позволяет заряжать батареи. Давайте вот мы с вами свидетели о том, как в Якутию пришли сначала там ушатанные праворукие машины, да? Потом пошла волна, скажем так, официальная волна, то есть пришли дилеры, официальные дилеры, и сейчас они работают в Якутске. Тенденция к тому, что автомобили с двигателем внутреннего сгорания, они замещаются не чистыми электричками, пока что, да, а гибридами, которые в условиях Якутии, ну, неплохо себя показали. Да. Мы сегодняшний разговор посвятим еще раз аспектам обслуживания и эксплуатации автомобилей с достаточно большими батареями, которые, ну, требуют сложного, на самом деле, обслуживания. Давайте, вот ваше видение, как представители науки, о том, почему в Якутии можно и почему в Якутии нельзя. Ну, автомобильный транспорт в Якутии вообще он как бы бурно развивается, да? То есть все передовые навороченные автомобили мы замечаем, да, точечно. Но несмотря на это, то, как вы говорили, двигатель внутреннего сгорания, они уходят в сторонку и как вспомогательно превращаются. То есть это система гибридного автомобиля, но тем не менее, ну, конечно, двигатель внутреннего сгорания с точки зрения экологического составляющего, да, то есть они более низкие экологичные, поэтому в последнее время бурно автопроизводители выпускают гибридную технику, которая на сегодняшний день в условиях Якутии она показала неплохо. Ну, конечно, любая техника, которая у нас эксплуатируется в условиях наших температур, конечно, без предварительной подготовки оно как бы вырабатывает максимальные ресурсы свои, да, и ресурсы намного теряются, в том числе и аккумуляторных батарей. Мы все знаем то, что аккумулятор при низких температурах он разряжается. Но здесь, конечно, опять-таки, да, то есть мы, те люди, которые эксплуатируем, мы пытаемся адаптировать. Ну и в последнее время у нас в городе Якутске появляются электромобили. Это чистые электрические автомобили, автомобили на электрической тяге, то есть официальное название. Но, как статистика говорит, на сегодняшний день в городе Якутске насчитывается более 150 автомобилей. Электрических. Чисто электрических. Чисто электрических. И, ну, опять-таки, да, вопрос возникает, где заряжать вот эту транспортную технику? Ну, гибрид, это еще ладно, да, то есть здесь... Он сам себя заряжает, но здесь еще надо учитывать то, что у нас, ну, у нас минус то, что у нас низкие температуры, но плюс у нас это ровная равнина. То есть, когда гибридная техника, она имеет определенную, если нагрузка большая, она автоматически переключается на двигатель. И потом уже, особенно это, ну, например, Владивосток, да, то есть, там, где высокие горы и так далее, но там гибридная техника, она эксплуатируется, но здесь, конечно, очень много, ну, в процентном соотношении двигатель, он больше работает. Потому что на подъеме, то есть если нагрузка большая, то есть она переключается на двигатель. А в наших условиях у нас Туймада долина, она ровная, да, в принципе, она как бы гибридная техника, из-за этого она очень хорошо показывает. В щадящем режиме. В щадящем режиме. Эксплуатирует. Но при этом у нас, например,
при низких температурах, конечно, там аккумулятор быстро выходит из строя, быстро разряжается, свой ресурс вырабатывает, но тем не менее, ну, плюс еще надо учитывать то, что в конструктивном исполнении, например, вот Toyota Prius или же Honda Freed и так далее, они тоже гибридные, но система у них совсем другая. Здесь вот нюансы какие можно подметить между вот этими системами? Ну, вот эти системы, они позволяют, например, Honda двигатель, ну, как тоже мы постоянно опрос делаем и так далее. Автовладельцы Honda говорят то, что на холостой работе двигатель, расход был очень большой. Это особенно при низких температурах. Это говорит о том, что от объема двигателя. Если объем двигателя сравнительно небольшой, для того, чтобы компенсировать тепломассообменные свойства, рабочая температура, оно автоматически работает на высоких оборотах. И в любом случае, это когда двигатель работает на высоких оборотах, расход он большой. Как вы думаете, остаточный ресурс автомобиля с пробегом, он позволяет ли говорить о полноценной эксплуатации гибридных систем у нас в Якутии? То есть, ну, ресурс остался, скажем так, 60%. Насколько его хватит? Но это зависит от режима эксплуатации. Манеры езды. Манеры езды. Потому что все равно в любых системах, любой технике, да, человеческий фактор, он очень большой. Если человек, он, ну, грубо говоря, не утеплил свой автомобиль, соответственно, там он будет работать на максимальных оборотах. И в последнее время мы замечаем то, что люди что делают? Зимой они эксплуатируют на портативных гаражах. И, соответственно, каждый автомобиль и каждые сутки он практически в несколько раз он что делает? Работает на прогревающем режиме. А прогревочный режим – это, ну, холодный запуск, мы говорим, да? Это максималка. То есть это максималка. То есть при холодном запуске, если мы двигатель запускаем, ресурс эквивалентен, например, по исследованиям говорят, от 150 тысяч до 250. Это значит, если вы один раз запустили на автозапуске, то есть один холодный запуск, он по ресурсу выработки, он приравнивается и таким. И, соответственно, это уже свою вырабатывает. Износ очень большой. И плюс еще вот, надо отметить то, что у нас второе поколение, третье поколение двигателей, ну, тойотовские, да, у них блок, как сказать, из другого сплава, легкого сплава, алюминька. И это значит то, что алюминька, она теплоотдача, она очень быстро нагревается, очень быстро остывает. Ну, а вот второе... Хуже, чем чугун. Хуже, ну, чугун, да, он устарел, он отстал, но, тем не менее, чугунный двигатель в наших условиях, он был наиболее предпочтительный. Ага. Да. Речь о батареях. То есть, смотрите, вот я приобрел любую, там, Honda, Toyota и так далее, гибрид, с емкостью батареи, допустим, n количество ампер-час, да, но ресурс 60%. Сколько лет я могу не заморачиваться еще раз про замену батареи? Потому что, еще раз, сверхнизкие температуры, да, пока они сохраняются у нас в Якутии, там изменение климата и так далее не позволяет говорить о том, что у нас тропики настали. Да? Все-таки любой iPhone же, он буквально на глазах тает на морозе. Да? Как батареи себя ведут? И ваше именно подразделение, ваш факультет как работает в этом направлении, чтобы изучить влияние низких температур на эксплуатационные свойства, вот, еще раз, современных электромобилей даже? Ну, у нас мы в рамках студенческой науки, да, в рамках магистерской диссертации вот этот вопрос рассматривали. Мы сравнивали виды аккумуляторных батарей. Здесь в том числе и у приусовского автомобиля, Nissan. Ну, у нас в Якутске очень много Nissan Leaf, да, которые эксплуатируют. И как статистика показывает, но по сравнению с этими, вот Nissan Leaf, он как бы по ремонтопригодности, он более как сказать, простой. Он ячейками заменяется, вот эти батарейки.
То есть можно заменить часть вот этой батареи, а если, например, ну, в основном зависит от мощности. У нас Nissan Leaf, например, они подходят на 109 лошадиных сил, а максималка у них до 150. И, соответственно, в зависимости от этого, от мощности. Если мощность маленькая, для того, чтобы, да, компенсировать именно вот эта система, особенно зимней эксплуатации, да, то есть аккумулятор, он очень быстро разряжается, но здесь, конечно, надо учитывать то, что зимняя эксплуатация в основном, конечно, жестоко он что делает? Изношает, ну, износ происходит в аккумулятор. И для того, чтобы менее износ получился, автовладельцы что делают? Устанавливают автономный предпусковой подогреватель для того, чтобы не подключать систему отопления стандартного отопления. То есть тем самым они поддерживают оптимальную температуру в салоне. И, конечно, надо утеплить автомобиль. Полностью шумоизоляцию это делать. Я вчера буквально разговаривал с представителем кикшеринговой компании. Да? Он говорит, вот у них на заднем колесе мощность 250 ватт. 250 ватт, я посчитал, это приличный такой сверлильный станок, который может сверлить металл, да? Ну, при низких, скажем, передаточных числах. То есть у нас электромобили, мы раньше, вот когда замечали Nissan Leaf, такой весь голубенький, весь такой округленький, он обычно ездил летом. Да? Последнее время я часто очень вижу, что в декабре ездят и зимой ездят. Да? То есть у людей, получается, есть теплый гараж в постоянном режиме эксплуатации, да, и где он может профилактику производить. И то, что, в принципе, уровень технологий достиг того, что при минус 50 батарея не разряжается там буквально за 2 часа, как, возможно, на первых моделях было. Ну да, но зависит от ресурса, оставшегося ресурса аккумулятора. Там же мы же покупаем как бы бэушные автомобили, которые уже у себя там проездили определенное количество километров. Но там зависит, да, от остатка батареи ресурса. Там некоторые говорят 70%. Ну, это все это как бы на месте надо посмотреть. Невозможно предугадать то, что осталось точно так же. Современные китайские электромобили, да, то есть Zikr на наших улицах это уже не редкость, да, то есть это избыточная мощность, это какие-то бешеные, ну, от 0 до 100 буквально в пределах 5 секунд, да, разгон. То есть электромотор, он более энергоэффективен, получается, в плане передачи крутящего момента и так далее, да? Да. Здесь, ну, речь не идет о каких-то там вторичной эксплуатации, то есть мы не являемся вторыми хозяинами, но технологии поднебесные, они специфичны, скажем так, да, то есть они копируют какие-то определенные технологии, легально вполне, да, но как копируют, это вопрос еще остается открытым. Вы говорили, порядка 150 электрических только автомобилей эксплуатируются в Якутии. Из них есть ли какая-либо статистика? Вот люди хвалят больше что? Вы же все-таки исследователь, ну, должны идти на какую-то процентовку. Ну, вот буквально, да, у меня выпускник, он тоже по этой тематике работает, да, и, ну, то, что мы говорили, 150, но модельный ряд, конечно, преобладающий, это, конечно, Nissan Leaf. Потому что там есть своя, ну, мы же в социальных сетях, там своя группа есть. У нас тоже был коллега, который он эксплуатировал Nissan Leaf, мы тоже его экспериментировали по-разному и так далее. Но все-таки, да, то есть преобладающие это тойотовские вот эти. В Соединенных Штатах и так далее развита очень сеть быстрых зарядок. Да? Других европейских, ну, зеленая повестка, она вроде бы есть, но сейчас она вроде бы снимается, да, потому что последнее заявление руководства Toyota, к примеру, да, о том, что наигрались в электромобили и хватит, да, возможно, водородные двигатели, да, возможно, но в смысле какие-то горячие процессы все равно использовать будут, какие-то катализационные. Позволяет говорить о том, что зеленая повестка потихонечку снимается, но это не снимает с актуальности вопрос скорости зарядки, да, то есть я подъехал к станции зарядки, минут 15 перекусил там в прилегающем кафе, да, и выхожу, у меня где-то процентов хотя бы 80 батареи. В Якутске с этим вообще швах, да?
Да. Ну, вообще инфраструктура для автовладельцев электромобилей – это проблема. Опять-таки статистика, да. На сегодняшний день у нас, ну, в городе Якутске 4 станции зарядки. Там по 2 вот эти разъемы стоят. И 1 стоит в Нижнем Бестехе. И на самом-то деле у нас при Министерстве промразвития, промышленности, да, то есть они вот это приобретение, развитие инфраструктуры, в том числе электрозарядной вот этих станций, она субсидируется, как и газомоторное топливо, на самом-то деле. И есть нормативка, которая, если человек покупает электромобиль, это тоже субсидируется. Это на государственном уровне есть такие программы. В смысле, я могу рассчитывать на какие-то Да, компенсационные если мы создаем определенную инфраструктуру. И ну, здесь, конечно, с своей стороны мы тоже предложили свои вот эти разработки, да? Но надо говорить о том, что чистые электрозарядные станции для электромобилей, она как бы очень дорогое удовольствие, да? Ну, 150 автомобилей, и мы целой инфраструктуры никак не можем сделать. Его надо комбинировать. Комбинировать таким образом, чтобы в таких станциях, ну вот определенная есть парковка, там, где стоят стойки, да, электрозарядные стойки. Зимой мы можем, допустим, там же установить обычный автомобиль с предпусковым подогревателем. Почему бы и нет? Она будет компенсироваться. И как раз-таки, когда мы тоже очень как бы с коллегами различных организаций организовывали вот эти электропарковки, в том числе ДП-2 там стояла, да. У нас на парковке автодорожного факультета стоит, на парковке Якутэнерго стоит и так далее. Она как бы пустует на сегодняшний день. Не востребована. Не востребована. И для того, чтобы вот это компенсировать, универсально. Они говорили, летом ничего не надо будет делать, они будут пустовать, но летом, если все-таки, да, электромобиль в наших условиях, ну, если мы хотим эксплуатировать его в щадящем режиме, конечно, это летний транспорт. Несмотря на то, что у нас, ну, люди что по-разному бывают, да, то есть у среднестатистической семьи, допустим, должен, ну, автомобиль летний – это электромобиль, ну, или же городской. И если за городом, тогда обычный двигатель, ну, обычный автомобиль. В таком режиме, в принципе, можно. И электрозарядные станции, в принципе, ну, как мы видим, да, можно очень хорошо организовывать на парковочных местах организации. Организации, они могли бы тоже заинтересоваться в этом направлении. Раз субсидируем. Раз субсидируем, да. И, ну, вот то, что мы говорим, да, то есть это очень много техники, транспортных средств, которые работают на электрические тяги, да. Это мопеды, это самокаты. То есть мотоциклы, да. То есть, в принципе, если вот обдуманно создать вот эту инфраструктуру, она как бы может охватить все вот эти техники, которые нуждаются. То есть пространство можно создать на самом-то деле. Но у нас, например, да, вот эти зарядные станции, это где ТРК Азии стоит, там тоже, кстати, в углу стоит. Я вот специально со студентами мы ходим и фотографируем, и изучаем, почему вон там поставили. В незаметном месте. В незаметном месте. В углу стоит, да, а в Нижнем Бестехе вообще возле дороги там стоит. А вот в других, там, например, вот где, как его, под улицей Труда, да, квартал Труда, тоже там в уголочке незаметно она стоит. Вы же сказали, что есть несколько типов зарядки. Да, типов зарядки. Которые, некоторые из них могут достаточно серьезно ударить по кошельку, скажем так. То есть, если я привык платить за электричество в частном доме, ну, там, 1500, да, то если каждый день заряжать электромобиль емкостью вот столько-то, причем в быстром режиме, бюджет может увеличиться в разы. Ну да, зависит от скорости зарядки. Есть три вида, да, зарядки. Это медленная зарядка, это умеренная зарядка и сверхбыстрая зарядка. Соответственно, медленная зарядка, то есть на ночь поставил, то есть они, получается, от 7 киловатт до 22 киловаттов рассчитаны.
А вот большие, допустим, сверхбыстрая зарядка, там киловатты очень большие. Они могут доходить до 100 киловатт. Двигатель с потреблением вот такое количество киловатт, до каких температур он будет греться, это страшно представить. Ну да. А батареи, ну, достаточно щадящие, скажем так, ну, практически не ощущается. Ничего. Но система, она как бы, она же все равно сертифицированная. Все. И зависит от разъема. Разъемы, кстати, виды разъемов тоже подразделяются. В зависимости от модификации этого. От производителя? От производителя. Сами производители есть разъемы, съемники, да, то есть, которые у каждого есть различные. То есть есть, ну не различные, а там евростандарт есть. Кстати, китайский стандарт свой есть и так далее. Там очень много нюансов, которые действительно для того, чтобы организовывать, надо подумать. Не прямо там в торговом центре поставил где-то в уголочке, стоит и стоит. Причем это же необычная розетка получается. Это необычная розетка, да. Достаточно серьезный подвод должен быть для того, чтобы... Ну, Но это целая система. Кстати, для того, чтобы активировать, там есть, кстати, есть российские производители. Это пензенские ПСС фирма, да, кстати, у нас вот эти стоят. У них там специальное приложение есть. То есть человек подходит, подключается и активирует именно вот это с помощью этого приложения. Вы упомянули китайские, ну вот Китай несколько раз прозвучало в нашем разговоре. Вообще у вас же опыт наработок с китайскими коллегами достаточно ощутимый. Я не скажу, что большой, сверхбольшой там и так далее, но все равно вы взаимодействуете с китайскими коллегами. Да? Вообще Китай лидирует сейчас в области производства электромобилей. Один бит чего стоит, да, там они превосходят уже Тесла, получается. Если Тесла буквально пару лет назад можно было сказать, кто там обошел Тесла, можно было посмеяться, да? Но сейчас бит обошел Тесла и уверенно движется вперед. Каковы промежуточные результаты переговоров? Я, наверное, все-таки уверен в том, что китайские производители электромобилей, они заинтересованы в тестировании наличия полигона в условиях сверхнизких температур. Ну, что они говорят? Этот вопрос, ну, честно сказать, очень несколько лет идет. То есть они нам несколько раз отправили запрос, ну, через представителей российских коллег, да, хотят пригнать тестовые автомобили, но они хотели вообще пригнать тестовые автомобили, которые не сертифицированы. Но там уже возникли вопросы, где они будут тестированы, потому что если не сертифицированы, они не имеют права выйти на дорогу общего пользования, то есть они специально подготовленном полигоне должны. И в рамках этого вот, пока еще приходят запросы, ну, прощупывают китайцы. Была статья, которая в последнее время в Китае, то есть количество электромобилей идет к спаду. Все-таки. Ну, то есть глобальная тенденция, она общая, да? Глобальная тенденция, она общая. Тоже в Китае тоже идет к спаду. Вот. И что касательно отечественных производителей, у нас, вот кстати, при университете, Санкт-Петербургского университета, да, там был очень хороший амбициозный проект совместно ПАО КАМАЗ, по-моему, КАМА-1. Они обещали выпустить вот этот автомобиль уже, ну, уже прошло, к сожалению. Но не знаю, почему этот проект пока еще не выстрелил, но наши отечественные производители тоже, исследователи, они тоже работают над созданием именно электромобилей. Но справедливости ради упомянем Е-мобиль, да, который лет так 10, по-моему, назад, ну, даже режим сбора акций даже подключились, который, ну, первый отечественный электромобиль, который позволит, ну, кроссовер, электромобиль. Я интересовался очень вот этой, да, там сверхбогатый человек был вовлечен и так далее. Но, как и все российское, ну, много чего, скажем, у нас бывает, не доходит до логического завершения. А вы следите за проектом «Атом», который, ну, наверное, наряду с китайскостью москвича, да, он, ну, собирается быть первым отечественным натуральным электромобилем. Да, да, конечно. Все вот эти мы зондируем, да,
Ну, вот то, что я говорил, да, КАМ-1, вот этот атом тоже. Там релиз вот очень хороший, да, реклама очень хорошая Да, была. прототип да. хороший. Прототип очень хороший был, впечатляющий, там характеристики были хорошие, но... Ну, Маруся, скажем, тоже была хороша, да, но она существует в 2 экземплярах или в 3 экземплярах. «Москвич». Все-таки амбиции выпуска отечественного массового электромобиля, да, оно, опять же, вот почему я упоминаю и все время затрагиваю Китай, неразрывной связки с китайскими вендорами получается, да. Почему «Москвич» не доехал до Якутска? Как вы думаете? Ну, А между прочим, за той стороной Урала их нередко можно встретить. да, их можно. Ну, кстати, в Якутске, по-моему, их нет, да? Нету? Но Вообще нет. вот этот вопрос я тоже мне интересно было, но практически он, ну, я не буду говорить то, что вот Ну, «Лада» же есть? Лада же есть, да. Да. Лада у нас есть. Она наполовину китайская тоже. Да, но вопрос я не могу ответить, допустим. Почему у нас в Якутске вот «Москвичей» нет? Ну, это вопрос к владельцам, которые Да. собираются вкладываться в ту или иную модель, да? Потому что, наверное, у нас дилерского центра нету. Ну, в принципе, люди, они могли бы же пригнать, да, прямо с центральной части России, но почему-то этого нет. Да, но у нас вообще обратная тенденция. По всей стране идет сокращение салонов китайских автопроизводителей. Да? У нас открываются новые. Это вообще вопрос такой, в пустоту. По всей стране идет... «Эволют» же был еще проект, который тоже наполовину отечественный, в Калуге, по-моему, производился. Да? Ну, это связано... Все это уходит... У нас все больше праворукого и такого. Ну, да. Это Дальний Восток. Это Дальний Восток Восток. со своими особенностями получается. Да? Ну, здесь, конечно, что касательно отечественных производителей, для того, чтобы проектировать автомобиль чисто российского производства с нуля, конечно, там глубокая модернизация нужна. А глубокая модернизация – это все-таки большие инвестиции, да? Ну вот недавно тоже информация была, то, что у нас завод УАЗ тоже, да, они тоже с Олерсом совместно что делают? Проектируют новый тип Патриота, да, в котором тоже будет начинка джака, допустим. Для того, чтобы, опять-таки, для того, чтобы спроектировать с нуля, там полная модернизация вот этой линейки. То есть конвейерной линейки должна, а для этого, конечно, там инвестиции. Поэтому они что делают? Они берут готовые вот это, полуготовые, да, полуфабрикатные вот эти системы кузова автомобилей и оснащают своими, дорабатывают. Если мы привыкли, допустим, да, у японского производителя 98 года, то есть подходит запчасти находить, да? Да, запчасти подходит к другому марке автомобиля. Это за счет унифицированности этих деталей. А у китайских производителей у каждого, эти, наверное, специально могут сделать, да, для того, чтобы его брендировать и так далее. Или же, например, это какой-то определенный ход для того, чтобы максимально что сделать? Ускорить производство и так далее. Ну, на сегодняшний день, да. То есть она как бы автомобиль, он индивидуальный. То есть подходит даже год, по-моему, от года выпуска тоже узел там различается. То есть, с другой стороны, это может говорить о том, что не до конца оно стандартизировано. То есть там пробуют эксперименты. Если стандартизированный ГОСТовский деталь или узел, конечно, он должен был подойти. Но опять-таки, да, то есть если он не подходит, это значит можно констатировать то, что стандартная сертифицированная вот эта работа, она как бы тоже не проводится. Ну, там различия, допустим, в узле там 2-3 миллиметра уже дадут смещение оси, допустим, насадки и так далее, достаточно ощутимо, чтобы просто не использовать его. Смотрите, вернемся к батареям и к электромобилям в частности. Мы все читали страшилки о том, что взрываются батареи смартфонов, да? При определенных этих. Но батарея электромобиля же это куда большая емкость и куда больше, скажем так, риски, да? На первый взгляд опасные, да? Да. Если загорится, то потерять автомобиль, средство передвижения. Слава богу, таких случаев нету. Но, конечно, это ответственный узел.
любой производитель на этом Не экономит. не экономит. Все система безопасности и система контроля, она на высшем уровне. Потому что это основной вот этот момент для того, чтобы учитывать именно безопасность. В любом случае, любая техника, она должна отвечать именно определенным стандартам. И то, что мы говорим, да, например, китайские автомобили и так далее, если мы хотим, допустим, грамотно эксплуатировать автомобиль, конечно, мы должны в первую очередь рассмотреть вопрос сертификации. Международных стандартов, они должны отвечать и так далее. Ага. Опять же, про инфраструктуру. Да? Интересная ремарка была насчет субсидирования и так далее. Как вы думаете, через какое количество лет Центральная Якутия готова будет в плане инфраструктуры встретить массовый наплыв электромобилей? Если вот такими темпами у нас на текущий момент в Центральной Якутии 5 станций быстрой зарядки аккумуляторов электромобилей. Через сколько лет вот можно будет безболезненно проехаться по трассе, допустим, Якутск-Нерюнгри? По-моему, через лет 50, да? Но здесь прогнозировать очень сложно. Хотя к этой программе, вот тоже информация от нашего министерства была, заинтересованность наших городов, например, Якутск, там, Алдан, Нерюнгри, Мирный, там изъявили желание достаточно больше. Но все-таки расстояния очень большие, то есть на одной зарядке, как статистика показывает, там, особенно, например, если завод-изготовитель говорит 150 километров, а в наших условиях, если зимой, конечно, это в разы меньше. И поэтому для того, чтобы создать каждые 50 километров или же каждый это вопрос очень достаточно сложный. И политический. И политический, да. Где это можно поставить? Я просто представил, как я 12 ночи долблюсь в Улу, допустим, к кому-нибудь из жителей. Да. Дай розетку на полчаса, зарядить до Верхней Амги, получается. Ну, получается так, да. Нет, перспектива, скажем так, не очень радующая, но тем не менее люди рассчитывают на заявленные какие-то характеристики, 400 километров хода на полной батарее и так далее. Но опять же, не надо сбрасывать со счетов то, что батарея, это, скажем, поиздохла немножко, да, и вместо 400 километров может хватить на 250. Остаточный ресурс все-таки, да. То есть, конечно, там при покупке там оценивает остаток, например, батарейки и так далее. Есть такие методики. Но, тем не менее, не каждый человек, он может, допустим, провести вот такие тестовые испытания. Ну и марки машин, и гибридов, и электромобилей, они же, комплектация бывает разная. У кого-то емкость такая, у кого-то... Зависит от... то есть комплектация разная, по модификациям комплектации и стоимость она разная. Соответственно, сложная. По итогам нашего очень, на самом деле, интересного разговора остается констатировать. Такими скоростями, дорогие друзья, бидами и зикрами скоро тут нельзя будет парады устраивать, как сейчас устраивают демонстрации на микроавтобусах типа Хайс, да, массово, сотнями. Просто потому, что в домашних условиях, да, можно зарядить, на ночь оставить и так далее, но это займет определенное... Кстати, здесь хочу отметить то, что для частного сектора они могут, допустим, себе позволить, потому что есть тоже, вот я же говорил, например, вот 3 разных вида зарядки, есть и напольный, и настенный. Кстати, для медленной зарядки, для частного сектора есть такие специальные разъемы. То есть человек, который имеет частный сектор, он может себе позволить безопасно. Не стандартная бытовая розетка, а специальный блок, в котором он может зарядить. Ну, от стандартной бытовой зарядки, наверное, там это неделю можно заряжать. Но там все равно по электробезопасности и так далее, она как бы не постоянное пользование. Все-таки она несколько киловаттов, нагрузка большая.
если, например, человек захотел себе приобрести, например, электромобиль, если живет в частном секторе, конечно, в любом случае он должен обеспечивать надежное подключение к розетке. То есть, соответственно, он должен приобретать соответствующий вот этот узел. Но электросеть должна быть соответствующим образом спроектирована и реализована. Да. То есть, Не надо говорить то, что люди... Ну, вот в Китае несколько лет тому назад был там микроавтобус на электрической тяге, подъезжает к ресторану и прямо с обычной бытовой розетки подключается. Я вот так удивился. И, кстати, розетка тоже на изоленте замотана. Это уже как бы халатность. Это не то, что халатность, это такое... Роднит это нас с Китаем, Ну на да, самом деле. То они не заморачиваются вот так. лишь бы было. Взяли удлинитель, подключили, и все стоит так стоит. Но интересная информация прозвучала в части того, что, в принципе, крупным предприятиям и учреждениям можно поучаствовать в процессе стимулирования развития Возмещение. инфраструктуры электротранспорта путем размещения вот этих колонок быстрой зарядки. Ну, в принципе, вот многоквартирные жилые дома, в принципе, тоже могут, допустим, себе организовать. Если, например, у них есть закрытое парковочное место, но ТСЖ и так далее, в принципе, это тоже решаемый вопрос. Но здесь остается вопрос количества машиноведов. То есть там не все они могут пользоваться, но и из-за этого могут возникнуть конфликтные ситуации. Ну и судя по... Я вот делал сюжет по камерам наблюдения, да, то есть на парковке МКД 99% это автомобили, скажем, до 2000 года, ну и остальное вот так вот, да. То есть я не уверен, что там будет 15 электромобилей на парковке только одного МКД. Ну да. А хотелось бы, потому что, еще раз, это экологично, это мощно, то есть электродвигатель позволяет развивать мощи, которые пока недоступны обычному автотранспорту. И это просто современно. Современно в плане того, что можно будет оснастить там системами и пассивной, и активной безопасности, мультимедиа. Это позволяет. Ну да, но это экономно, наверное. Все-таки. Да. По сравнению с бензиновым двигателем. Углеродным топливом. Углеродным, да. Поэтому... Ну, поэтому Якутия голосует рублем, еще раз, количество гибридов, которые количество гибридов. Позволяют снизить расход зимой с 15 до приемлемых 8-10 на сотню, да, это во многом что-то доказывает. Да, это экономно, да. Это экономно. Евсей Евсеевич Анисимов, доцент автодорожного факультета, заместитель декана по научной работе. И еще раз, он остается у нас экспертом в плане, потому что автодорожный факультет имеет свои наработки в плане беспроблемной эксплуатации автотранспорта в условиях сверхнизких температур. То есть такая передовая научная площадка, которая имеет свои наработки, неплохие, кстати, наработки, поэтому часто будем обращаться в этом аспекте именно к представителям автодорожного факультета. Программа «Один из нас». Увидимся ровно через неделю.